Уважаемые члены Совета, 1 апреля и 14 мая были объявлены конкурсы на 33 вакансии судей областных судов и 116 вакансий судей районных судов соответственно. Напомню, что 28 июня главой государства подписан указ о назначении судей кассационных судов. В этой связи дополнительно к 33 объявленным вакансиям судей областных судов планируется подвести итоги конкурса на 65 вакансий судей областных судов, которые образовались после назначения судей в кассационные суды. Таким образом, с момента образования некоторых вакансий судей областных судов и до проведения итогов конкурса прошло всего 3 недели вместо 6 месяцев, как было ранее. Данные меры направлены для сокращения промежутка времени между появлением вакансии и ее заполнением. Что касается конкурса, объявленного 14 мая, то прием документов по нему завершен 28 мая. Соответственно, итоги данного конкурса будут подведены за 1,5 месяца вместо 6 месяцев, как было прежде. Ужесточение требований к кандидатам наряду с сокращением сроков конкурсных процедур позволит качественно заполнять судейские вакансии. Хочу напомнить, что сегодня на заседании Совета будут подведены итоги уже 4-го конкурса, объявленного в этом году, тогда как ранее Советом в течение года подводились итоги только одного, максимум 2 конкурсов. Конкурсы проводятся в строгом соответствии с графиком, который вместе мы с вами, Советом, утвердили на заключительном заседании Совета в декабре прошлого года. Сроки проведения конкурсов сокращены без ущерба качеству с одновременным ужесточением требований к кандидатам. Главная цель жюри – обеспечить законность и справедливость дисциплинарного процесса. Я, как председатель, всегда буду стоять на страже прав судей и против любой несправедливости в отношении них. Я повторюсь еще раз, судебное жюри – это не карательный орган, который будет наказывать судью по любому поводу.